Смысл жизни? Скажи, ответь, смысл жизни. Служить президенту и стране, и родине. Вот ты неплохой парень, я смотрю. Это ты верно говоришь. Ну как же Как в можно школе служить научили. президенту, а если про Бога забываем мы? Бог Вот, выбирает слушай, президента. Вся власть от Бога. Я знаю такое. Я со так, святыми давай, людьми братка, общался. послушай, хотя ты мне не братка. Слушай, Андрей, Нет, давай помолимся. Вот ты молитву хоть какую знаешь? Отче наш. Отче наш, ну, ты знаешь, прежде чем читать эту молитву, давай почтем ее, да только да не лгите, чтобы не солгать. Нет, давайте, Ну, молитву знаешь, да, давайте хоть немножечко? лучше избави нас от лукавого. Вот, от лукавых, кто нас лукавый? Враг рода человеческого, дьявол. Ну, этот Лукашенко у нас как раз лукавый. Ой, покайся, Андрюшка, покайся, пока не поздно. Вот ты знаешь Он же что? У бреше нам. меня, Андрей, ты же вот... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что такое говоришь, Андрей? Ну, я Покайся, могу трижды пример покайся. привести. Не надо примера, Андрей, не надо. Я за батьку вышел слова 20-го там года. Я вышел со своей семьей. У меня 5 детей у нас, прости. Мгм. У нас 5, и дочка родилась. У меня 5 сыновей и дочка. И я тебе скажу, что... Ты ж посмотри, как кровь льется на Украине, а. И ты Ну, вы кто, радостно скажи, Андрей. а кто виноват? Кто напал на Украину? Вот ты такие вопросы задаешь. А какие же Володя Путин задавать? Вот защищает. Он же там Гитлер же некоторая напал подмена на понятий. СССР. Андрей, давай мы с собой разберемся. Ты по своим грехам бы разобраться. А ты уже так высоко лезешь. Давай помолимся. Вот ты с такой 50-й псалом. Ты разрешишь мне? Ты не против? Я почту этот псалом. Я живу Давайте. этим псалмом. Хорошо. Аще воистину по правду глаголите. Правые судите сынови человечестия. Ибо в сердце беззаконие делаете на земли. Неправда руки ваши сплетают. Отчуждишися грешницы отложицам. Заблудишься от чрева глаголыши лжу. Ярость их по подобию змеину. Яко аспида глухо затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих. Обываем обываются от премудро. Бог сокрушит зубы их в устех их. Членов на львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко водами мы текущие, напряжет лук свой донде жизни могут. Яко воз храстаев отымутся, пади огонь на них, и не видишь и солнца. Прежде разумейте терния ваша горамна, яко живо, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руцы свои умыют крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судья им на земли. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава Украине. Вы смотрели выступление новогоднее Александра Григорьевича Лукашенко? Андрей, Андрей, ты да. знаешь, что Смотрели хотел? Я, ли вы? кстати, за президента. Я же служил 92-94 год. А ты знаешь, где я служил? В Печах. Служил я 35-703. 92-94 год. А меня там звали рационализатор. Ну, ты знаешь, там, это долгая, интересная очень история. И я-то ж за батьку уже, это я ж сам Заровицкий, ну, со Шклова. И О, выбирали в 94 году президента Республики Сашкова. Беларусь. Да, так я тебе скажу, что я тогда уже, это мне сколько было, 20 еще и не было лет, я вышел в чистое поле, помолился Богу. А он же, ну, что это, 20 годов юноша, он разбирается сильно много. Мгм. Ну, я же сердцем голосовал. Попросил Мгм. Бога, говорю, Боженька, пусть его будет президент у нас, Александр Григорьевич Лукашенко. Мгм. Там, знаешь что, у нас там такой сбой какой-то произошел по этим выборам. Один там солдат взял, проголосовал за майора Иванова. Так у нас это, второй раз голосовали. Ну, так со второго раза 100%. Вот так уже Лукашенко и стал президентом. Какого майора? Ай, Андрюха. Плохо Ладно, ты в слушаешь. армии там у вас своя кухня, свои там. Скажите, пожалуйста, Да нет, Дмитрий, тебе говорю, что... вы смотрели выступление Александра Григорьевича Лукашенко в новогоднюю Слушай, у ночь? меня же 5 сыновей, и дочка родилась. Вот, а это ж уже дочки наши, 1,5 Да годика. Ну, президента какие вы мне? хоть Мне ж работать смотрите, надо. вам важно, что он говорит там. Ты знаешь что? Важно, что скажет Бог, когда мы домой придем и куда пойдем.
Вот это важно. А батька Слушайте, наш, я тебе скажу, что тут но надо... Давай помолимся, чтобы батька, чтобы наш батька, ну, наш батька, он же за всех отвечает, и за силовые структуры, и за нас переживает. Сколько у него делов-то? Ты вот хоть понимаешь, чтобы он стал вечным президентом, то есть царем. А как это возможно? А это помолиться Богу надо, попросить сердцем. Ну что же, прежде, чтобы он стал... Ведь смотри, вот тоже, вот ты порассуждай, я тебя к рассуждению призываю. Ведь все, батька виноват, там... Мне машину чуть не спалили, когда я сказал за него. Потом пришли, я их поймал. Один, короче, стали одного там, ну, немножечко, чуть-чуть побивать. А он говорит, я все расскажу. И вот он начал рассказывать. И ты знаешь, что мне и дом хотели спалить. Я их всех простил. Вот искренне тебе говорю. А Слава эти люди, Богу. они неудачники, которые пошли против вот... Ну, ты же сам своих слов сказал, вся власть от Бога, правильно? Ну, твои слова были. Ну, ну. Ну, так если, значит, от Бога, значит, народ, ну, вот именно батька нам и нужен. Ну, он же... Знаешь, мне нравится, что он человек слова. Сказал, сделал. Так, Ну, Дмитрий, он же сказал как-то журналисту украинскому Дмитрию Гордону, что с территории Беларуси на территорию Украины никогда не зайдет российский военный. послушай, Андрей, давай, это политика, зачем тебе это надо, Андрюх? Не, он Да ты в человек своей семье-то слова. разберись. Андрей, послушай, Какой же он человек ну, слова? прежде чем Это говорить паршивец. Гордону много чего говорил. Гордон Он приличный сделал половину. журналист. Гордон же тоже много говорил, помнишь? Поэтому что там нам до них? Да в себе-то надо разобраться, Андрей. Ты скажи, как у тебя там семья нормально, у тебя детки есть, да? Я вот с Богом общаюсь, он мне сказал, что нужно Лукашенко сменить на другого порядочного. Постоянно поставить его монархом. Передать, Но вот он мы же же смертен, Николаевскую. он не может быть монархом, он же смертен. Ну Ну, все уже правильно, передаст сыну, наследнику, Николаю. ну, пока не Кстати, как может, раз пока будет по равновесие. Конституции не получается. А Конституция по Божьему нам... слову. А по Божьему, ну что, Бог должен прийти на землю и всем показаться и сказать, вот Александр Григорьевич будет вечный президент, посвящаю его. Вот тогда и будет. А сейчас Так как? оно, в принципе, так уже и есть. Но тут же Есть. так все, воля народа, все же... Ну, к воле народа, смотри, я Нету пришел, воли сказал слово, народа. я В сказал, 2020 говорю. году помнишь, что не было воли народа, чтобы был президентом Александр Григорьевич. Андрей, покайся, Андрюх, ну, пожалуйста, Не было покайся, пока воли. не Я поздно. тоже был Ты знаешь, против что вот, Лукашенко. Он меня посадил, этот Лукашенко, в СИЗО. Я не смог проголосовать. В Калинковичах я просидел Андрей, 10 выслушай меня, суток. выслушай. Так за что я Послушай, должен Андрей, Лукашенко любить? Андрей, в 2009 году я В 2020-м. принес, в 2009 году на смерть Иосифа Виссарионовича Сталина, я со своим подельником, маршалом Геннадием Васильевичем, пришел в кабинет Голубеву. И вот это очень интересная тема, Андрей. И я дал, Про ну, я какой не хотел Голубев? давать. Про кого вы говорите? Какой А маршал? Голубев, это именно сейчас был замначальника МЧС. И мы дали за решение вопроса. А знаешь, какого вопроса? Вот ты такие вещи говоришь. За истину дали, за истину. Значит, у нас мы возглавляли такой маленький ресторан. Это очень интересная тема, Андрей. А я тебе сейчас все много Возглавляли? расскажу, и ты поймешь. Ну, я был заместителем директора, а он директором. И вот у нас пришел пожарник и говорит, у вас тут пожарка срабатывает. Он говорит, где-то журнал. Все законно было, мы отработали. Ну, это, Андрей, первое место заняли. Если у тебя вайбер есть, вот скинь, я тебе скину сейчас. А в 4 марта 2009 года мы получили первое место по Могилевской области. И мы дали $3.07. Меня посадили, надели наручники. Андрюха, надели наручники. И посадили в тюрьму. За что? Вот понимаешь? За взятку, А что за ли? истину. За взятку, да, 431-ю, по-моему, дали, 430-ю. И посадили меня. За что дали? А ты все знаешь, хочешь расскажу? А был у Ну. меня товарищ, работали мы с ним. Я вот в сфере общественного питания там двигался с Божьей помощью. Ну и двигаюсь. Вот, и он такой говорит, давай тут возьмем, есть там рыбное место. А он понимал, что я там в этом разбираюсь, живу этим. Говорит, ну и там предложил мне долю. А когда мы там заработали денег нормально, он решил меня, ну как бы, зачем делиться? И заказал меня сотрудником. И вот, ну, люди там понимающие, разбирающие. И нашли, как сострунить. И вот придумали вот эту схему. Да, вопросов нету, я дал. Но тюрьма это милость Божья. Я тебе расскажу такой вот смысл духовный. Я попал в эту тюрьму. Ну, это по-мирски, да, все тут понятно. Там разобрали все. Но в этой тюрьме я пребывал 153 дня. И я тебе скажу, что это величайшая милость Божья. Прям За вам это время понравилось, да? я очень, да.
Мне не понравилось. Суть в чем, что, ну, я тебе скажу, что сегодня вот ты винишь, ну, президента или так кого-то там винишь, но вся проблема там не только в нем. Люди, которые сегодня, вот мы, знаешь, что, ну, давай вот только вот, ну, по-честному и по-серьезному. Не циклись только там однобоко, а я тебя призываю рассужденно смотреть разносторонне на вещи. Э, Ну, ты же не глупый вроде, да? Я Наверное. как бы тебя, ну, ты меня слышишь или нет? Да, Слышишь слышу. не то, что там ушами, а сердцем Мгм. слышишь? Я тебя призываю, ну, нормально, глубоко рассмотреть вещи. Вот Да, смотри, да, 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 да. Глубоко рассмотреть вещи. правильно, как средство обслуживать для, ну, для народа. Ну, а вот некоторые люди этого аппарата государственного хотят превратить в статью кормления. А в целом аппарат фальшивит. Я, как бы, у меня мать в библиотеке возглавляла, я много читал в свое время, да и сейчас там больше там склоняюсь в духовную литературу. Но во главе всего стоит там, и не будем брать батьку, ну, некий там президент, да. И почему-то все к нему, только он виноват. Кто-то рубит, коррупция идет полным ходом. Андрей, если бы тебе там рассказал, приоткрыл завесу, ты бы вот так вот сразу хоп на колени и И просил бы что? прощения. Да. Да не в то, почему только ты винишь и только в батьку. Ну, в данном случае там президент. А что, люди, которые сегодня возглавляют, они не берут взятки? Они чистые? Ладно. А мы с тобой чистые, скажи честно, ты честен, вот вообще никогда не согрешил? Вот нет, сейчас только так, честно. Да мне не надо отвечать, своей совести отвечай. Она есть. Совесть – это ангел Божий. Андрей, ну признайся Ладно. честно, вот пойдешь спать Дмитрий сегодня домой? Михайлович. Дмитрий Михайлович, у меня все хорошо в жизни. Я прям вам вот не завидую. Как вам тяжело на белом свете это жить с постоянным ощущением того, что вы грешен, провинился. Тюрьма – это для вас радость. Ну, короче, удачи вам. Прям, ну вот не знаю, чем вам помочь. Да и вам не нужна, наверное, Я тебя помощь от помощи меня просил. никакая. Да я знаю, что, Андрей, Да, когда человек вот дает некие советы, да, мы теперь и знаем не о вас, прося. Дмитрий Михайлович Маськов, чем вы живете, чем вы дышите. И знаем, почему вы донос сделали 30 октября. Донос на что на 9 этаже на балконе висит белый красный флаг. Все, ваша мотивация понятна. Спасибо вам за ваш рассказ. До свидания. Надеюсь, что Лукашенко сгинет в этот год, и мы будем все счастливы под мирным Покайся, небом. Андрей, пока не поздно, покайся. А то потом Покайся. что? Покайся. Нет, Пока не не буду я поздно, каяться. покайся, Пусть Андрей. Лукашенко кается. У него руки в крови, мои руки чисты. Все, до свидания, Дмитрий Михайлович. Бог вам в помощь. Ну и тебе, Андрей, не хворать.